Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко о главных темах. Все ковид-отделения республики будут закрыты и переведены на обычный режим работы. Пациентов с коронавирусной инфекцией будут принимать только в Гудаутском госпитале. Аслан Бжаня принял руководителей Белгородского государственного технологического университета, которые находятся в республике, с рабочим визитом. В АГУ прошла встреча, посвященная 90-летию абазинской национальной письменности. Один из наиболее экологичных и удобных видов общественного транспорта – троллейбус. 13 апреля отмечает день рождения. Президент Аслан Бжаня подписал новое распоряжение о мерах по защите населения от коронавирусной инфекции. Распоряжением главы государства, учреждениям культуры и объектам общепита предписано осуществлять деятельность в соответствии с утвержденными Минздравом санитарно-гигиеническими нормами и правилами. Руководителям транспортных предприятий, администрации рынков, владельцам торговых объектов необходимо обеспечить ежедневную дезинфекцию транспорта, территорий и помещений. Министерству просвещения и языковой политики, администрациям районов и города Сухум в дошкольных и общеобразовательных учреждениях необходимо осуществлять мониторинг по соблюдению установленных санитарно-гигиенических норм и правил, постоянно обеспечивать средствами индивидуальной защиты и дезинфекции, термометрами, тестами для выявления антигена коронавирусной инфекции. Министерство здравоохранения, в свою очередь, должно обеспечить тестами на COVID-19 Министерство просвещения и администрации районов и города Сухум. Также Минздраву предписано продолжить информирование населения о мерах по профилактике коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости вакцинации. Совместно с уполномоченными органами госуправления Минздрав должен осуществлять контрольные мероприятия по соблюдению установленных норм и правил, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Все ковид-отделения медучреждений республики, кроме Гудаутской ЦРБ, будут закрыты и переведены на обычный режим работы. Пациентов с коронавирусной инфекцией будут принимать только в Гудаутском госпитале. Такое решение принято по итогам заседания оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. Заседание прошло под председательством министра здравоохранения Эдуарда Будба. Подробности в репортаже Сарии Кварацхелия. Открывая заседание оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, министр здравоохранения Эдуард Будба предложил закрыть районные ковид-отделения и направлять всех больных в главный ковидный госпиталь в Гудауту, в связи с тем, что число стационарных больных значительно уменьшилось за последнее время. Гагра, Ачимчира и Сухумская инфекционная больница, вы выписываете пациента. Хаджат Ливарсович, мы как с вами проговаривали, основной верхний корпус, инфекционный блок остается под ковид. Если какие-то случаи будут выявляться, как Гудаутский ковидный госпиталь был головным, так он и останется, просто он будет работать в усеченном формате, только верхний инфекционный блок. На 25 пациентов, правильно, наверху? 30, да, 30. И плюс реанимация. Главврачи районных больниц согласились с мнением министра, а значит, в ближайшее время будут закрыты ковидные отделения Ачимчирской, Туарчалской и Гагарской ЦРБ. Сухумская инфекционная больница также будет переведена на обычный режим работы. На сегодняшний день обращаемость и ПЦР-диагностика резко упала, там в районе 10-15 в день. Обращаемость амбулаторная тоже там в районе 5-6 человек в день. Стационирование, вот было у нас 3 человека, сейчас вообще 2 человека как бы осталось. То есть резкое снижение. В стационаре у нас лежит 1 пациент. Мы планируем его сегодня-завтра выписать. Тяжелых пациентов у нас нет. Все на данный момент около 20 человек по району болеют, но они проходят амбулаторное лечение. На стационаре лежит 3, 1 долечивается после ковидной пневмонии, и 2 человека в пятницу выписываются. В остальном спокойно. На забор ПЦР все-таки обращаются люди, амбулаторно тоже обращаются с симптомами простуды, но пока в основном отрицательные.
Пункты забора ПЦР-тестов будут функционировать во всех районах, как и раньше. Как отметила главный санитарный врач страны Людмила Скорик, COVID-19 еще никуда не ушел, и ослаблять бдительность нельзя. Также нужно продолжать вакцинацию. Всего в Абхазии на 13 апреля от коронавирусной инфекции привились 19 055 человек. Спутником Лайт привито 8 430, спутником Ви – 10 625 граждан. Больше всего привитых в столице – около 7 тысяч человек. На заседании также уделили внимание и предстоящему туристическому сезону. Эпидемиологи отметили, что персонал туробъектов должен быть обеспечен экспресс-тестами на COVID-19 и соблюдать меры безопасности. Сария Кварацхелия, Абхазское телевидение. Президент Аслан Бжаня принял ректора Белгородского государственного технологического университета имени Шухова Сергея Глаголева и директора Института организации управления набором Сергея Булгакова, находящихся в эти дни в Абхазии с рабочим визитом. Обсуждались вопросы сотрудничества в сфере образования и профориентационной работы в образовательных учреждениях республики. До встречи с президентом Сергей Глаголев посетил Министерство просвещения и языковой политики. Обо всем подробно в репортаже Шазина Ханогова. Белгородский государственный технологический университет – один из ведущих технических вузов России. Приветствуя гостей, глава государства подчеркнул важность сотрудничества между Абхазией и БГТУ в сфере образования и профориентационной работы. Признательным за то, что уроженцы Абхазии получают в вашем учебном заведении образование, качественное образование. Это уже несколько десятков, около 80 ребят по тем специальностям, которые у нас есть востребованы. Готовы продолжить нашу совместную работу. Еще раз добро пожаловать в Абхазию. Министерство просвещения и языковой политики Абхазии и БГТУ поддерживают тесные связи на протяжении 5 лет. Ежегодно количество поступающих в вуз абитуриентов из Абхазии растет. Благодарны за вашу поддержку всецело и взаимодействие с Министерством просвещения и языковой политики Республики Абхазия. Наши студенты обучаются в стенах Белгородского государственного технологического университета имени Шухова. И отзывы мы получаем самые положительные. Такие специальности, как строитель, архитектор, инженер, актуальны как никогда в Республике Абхазия, особенно в послевоенный период. Благодарю вас за ваш визит, что вы до нас доехали, добрались. Рад нашему знакомству уже очному. Сергей Борисович, мы уже давно на связи, и вы частые гости у нас в республике, поэтому мы рады вас видеть и приветствовать. Ректор Белгородского государственного технологического университета Сергей Глаголев отметил, что спектр специальностей для выпускников из Абхазии постоянно расширяется. В этом году появились первые студенты, которые осваивают специальность информационной безопасности. Я думаю, с каждым годом именно это направление, имеется в виду информатизация, будет все больше и больше набирать популярность, потому что без информатизации в наше время уже никуда, в том числе и в последующие годы. Надо думать о том, что после того, как восстановится все, надо думать уже о том, как дальше развивать, интенсифицировать все свои производства, расширять производство. Очень рады тому, что и в этом году есть достаточно приличное количество ребят, желающие, которые к нам приедут. Мы 45 бюджетных мест для них зарезервировали, поэтому с нетерпением ждем. БГТУ входит в 50 лучших университетов Российской Федерации, а также в 20 лучших вузов России по таким специальностям, как строительство, экология и IT-направления. Директор Института организации управления набором Сергей Булгаков рассказал, что абитуриенты из Абхазии показывают хорошие результаты. Ребята, которые выпускаются из ваших образовательных школ, достойно чувствуют на нашем образовательном пространстве. И ребята могут осваивать образовательные программы, причем они выполняют это некоторые досрочно, некоторые с отличием. И мы хотели бы продолжить дальнейшее сотрудничество и в области олимпиадного движения, чтобы ребята могли адаптироваться к условиям
российского образования. В завершении встречи за большой вклад в дело укрепления отношений, дружбы и сотрудничества между Министерством просвещения и языковой политики Абхазии и Белгородским государственным технологическим университетом Иналгабля был награжден медалью за заслуги перед БГТУ имени Шухова 3-й степени. Шазина Ханагу, Тимур Гугохи, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. В интервью нашей программе ректор БГТУ Сергей Глаголев подробно рассказал о специальностях, которые предлагает Белгородский технологический университет, и о планах сотрудничества с нашей республикой в сфере образования. Белгородский государственный технологический университет имени Шухова является одним из лучших технологических вузов России. Какие важные тенденции в развитии технологического образования в России вы выделили бы? Сейчас важными технологическими преобразованиями, наверное, я бы выделил это цифровизация всего и вся. Вот по большому счету мы сейчас этим и занимаемся, начиная естественно, такие, не очень подверженные, как мы предполагали, цифровизации специальности до самых продвинутых. Вот сейчас мы над этим работаем. Экономика, строительство, обеспечение инфраструктуры инженерной, содержание жилья, дорожное строительство, конструирование. Все. Сейчас мы занимаемся тем, чтобы оцифровать и готовить специалистов именно с применением информационных технологий. Специалистов. Белгородский технологический университет – это университет с достаточно хорошей, качественной подготовкой выпускников. Мы входим в 50 лучших университетов России. Это из более чем 600 государственных вузов. Мы в этом марте вошли в топ-20 в рейтинге 3 миссии университетов, в топ-20. И 3 наших специальности, строительство на 8-м месте, экология на 12-м месте и 16-е место у информационных технологий. Мы готовим достаточно высококлассных специалистов, которые разрабатывают не только всероссийского уровня технологии, но и мирового. Я уверен, что многие пользуются, и в Москве бывали, пользуются парковками. Именно программный продукт разработал бывшими нашими аспирантами. Сейчас это успешные бизнесмены, которые уже вышли на мировой уровень и продают свой продукт в различные страны мира. Казахстан, Израиль, и другие страны. Также наша продукция сейчас, если вы знаете, наша разработка полетела в космос и проходит испытания защита от излучений, материал, который защищать будет электронику и людей. То есть у нас очень много всевозможных достижений. У нас около 300 различных специальностей, но если крупные группы, это порядка 40. Нет только на 2-3 где-то приблизительно направлениях укрупненных групп. Все остальное, это везде обучаются студенты. Поговорим об абхазских студентах, обучающихся в БГТУ, об их достижениях и неудачах. Нам нужны технические специальности, нужны айтишники, но, к сожалению, в школах начинают менять отношение к информатике. У вас на программирование поступают после колледжа, то есть с хорошей базой. Нашим студентам сложно в первые годы обучения. Как преодолеть этот барьер, что вы можете посоветовать? Вы знаете, я бы не сказал о том, что ваши школьники не способны освоить информационные технологии. Наоборот, допустим, сейчас те, которые обучаются у нас на этих специальностях, я ни одного не знаю, который бы не справился с теми задачами, в особенности те, которые поступают последние 2 года. Сейчас у вас очень хорошая подготовка школьников по математике, физике, информационным технологиям. И это, мне кажется, благодаря той программе, которую проводит Министерство просвещения по повышению квалификации учителей. Я думаю, это как раз дает эти результаты. Наши студенты в БГТУ не считаются иностранными. Так ли это? Нет. У нас все, кто русскоговорящие, это, считай, все
именно учатся как российские студенты, учатся также и на бюджете, учатся на тех же условиях, как и наши обычные бюджетные студенты. Это, конечно же, хорошо с одной стороны, но с другой стороны иностранный отдел ведет студентов, они помогают адаптироваться, да, к правилам вашего вуза, дисциплинируют. Как много абхазских студентов не завершают обучение в БГТУ по причине их исключения из вуза? Таких не было. Таких студентов, я, по крайней мере, таких случаев не знаю. Я даже знаю о том, что у вас есть студент, который сейчас поступил на очень сложную специальность, это информационная безопасность. Там очень сложно учиться, но есть студент, который успешно учится. Сейчас на 4-5, вот закончил зимнюю сессию. Да, сколько вообще на сегодняшний день студентов обучаются? Около 80. Около 80, 20 человек выпускаются уже в этом году, в 22-м. Расскажите, пожалуйста, о дальнейших планах сотрудничества в сфере образования с нашей республикой. Мы сейчас рассматривали вопросы организации здесь работы наших в летний период студенческих строительных отрядов. Также повышение квалификации вашим различным инженерным кадрам и муниципальным служащим. У нас очень хорошая программа сити-менеджеров, это повышение квалификации вот именно руководителей муниципальных служб. То есть городов, районных центров, обычных малых городов. То есть повышение квалификации инженерных кадров различных предприятий, именно системообразующих у вас здесь. Мы сейчас будем разрабатывать с Министерством просвещения программы и уже с этого года постараемся организовать, начиная, может быть, даже с летнего периода. Сергей Николаевич, спасибо за беседу, что ответили на наши вопросы. Всего доброго. Спасибо. Всего доброго. Премьер-министр направил на рассмотрение президенту проект закона о внесении изменений в Кодекс Республики Абхазия об административных правонарушениях. Речь идет о применении административного наказания за нарушение правил на водных объектах. В связи с возникшей необходимостью, связанной с безопасностью людей на водных объектах, так как в последнее время наблюдается тенденция увеличения несчастных случаев на водных объектах, в данной сфере правового регулирования действуют правила охраны жизни людей на водных объектах, установленные постановлением Кабинета министров Республики Абхазия, но отсутствуют меры, определяющие ответственность за нарушение этих норм. В связи с этим Министерством по чрезвычайным ситуациям был представлен проект закона о внесении изменений в Кодекс Республики Абхазия об административных правонарушениях, который определяет ответственность в виде штрафа за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах. Также был расширен перечень статей, определяющих подведомственность дел об административных правонарушениях, который был предусмотрен проектом закона Республики Абхазия о судопроизводстве по делам о административных правонарушениях. Проекты были доработаны аппаратом Кабинета министров Республики Абхазия, согласованы с компетентными центральными органами государственного управления и представлены в установленном порядке президенту Республики Абхазия. Принятие данных законопроектов позволит предотвратить нарушение правил охраны жизни людей, тем самым сохранив здоровье и жизнь людей. Основные моменты – это нарушение безопасности на пляжах, когда пляжи не соответствуют нормам, установленным правилами охраны жизни людей. Александр Анкваб принял делегацию ПРООН во главе с постоянным представителем Ником Бересфордом и полномочным представителем президента Абхазии по связям с международными организациями по гуманитарным вопросам Зурабом Лакербая. Стороны подробно обсудили сферы сотрудничества, определили приоритеты. Это сферы здравоохранения и агрокомплекс. Полпред ПРООН Ник Бересфорд сообщил, что сейчас отрабатываются сметы расходов и механизмы финансирования проектов, после чего их подробный план будет представлен на рассмотрение премьер-министра.
Сборная команда Абхазии заняла первое место в соревнованиях горных подразделений по ски-альпинизму «Саянский марш» среди курсантов, сообщает информагентство «Апсатгил-Инфо». В составе команды были Дауд Адлейба, Шабат Гуния, Алан Буганба, Айнар Тужба, Сандро Допуа, Осман Кабба, Алмаз Отарба. В рамках соревнований участники совершили двухдневный лыжный марш протяженностью около 50 километров с выполнением 12 специальных задач, в которые были включены преодоление подъемов и спусков с использованием горнолыжного и альпинистского снаряжения, ориентирование в горной местности, разведка целей, стрельба из стрелкового оружия, метание гранат. Состязания стартовали 11 апреля. В них приняли участие сборные команды России, Китая, Абхазии, Южной Осетии, Ирана, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Военнослужащие вооруженных сил Абхазии второй год принимают участие в Саянском марше. Соревнования проходят в рамках армейских международных игр 2022 на территории природного парка Иргаки в Красноярском крае. Фонд международного делового сотрудничества поддерживает президента России Владимира Путина и российских военнослужащих, участвующих в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом говорится в обращении председателя фонда Вахтанга Пипия, распространенном в СМИ. Сегодня не только перед Россией, но и перед всеми нами стоит реальная угроза создания на наших границах военных блоков. Поэтому в столь сложный период мы рядом с Россией, рядом с ее президентом, отмечается в документе. К ситуации на Украине. За минувшую ночь российские высокоточные ракеты морского и воздушного базирования уничтожили 2 крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск в районах населенных пунктов Садовое и Чуднов, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Коношенков. 4 украинских вертолета, 2 Ми-24 и 2 Ми-8 были уничтожены на военном аэродроме Миргород. Кроме того, в ходе успешного наступления подразделения ДНР в Мариуполе добровольно сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты. В числе сдавшихся военных 162 офицера и 47 женщин. По сообщению официального представителя Минобороны Игоря Коношенкова, в ходе боев был ранен 151 украинский военнослужащий. На месте им была оказана первичная медицинская помощь, после чего раненые были доставлены в городскую больницу Мариуполя. Продолжаем выпуск. Общие корни и общая история. В Агу прошла встреча, посвященная 90-летию абазинской национальной письменности. Мероприятие было решено приурочить к 90-летию Абхазского госуниверситета. Репортаж Эсмы Гуланзе. Ощутить особый дух культуры абазин и укрепить связь наших народов, имеющих общие корни и общую историю. В Агу прошла встреча, посвященная 90-летию абазинской национальной письменности. Дата ее рождения считается 1932 год. Абазинский язык, как известно, принадлежит абхазо-адыгской группе северокавказской семьи языков и лингвистически нам наиболее близок. Если бы 500-600 лет назад работала уже письменность, мы сегодня имели бы абхазский, абазинский язык гораздо более таком близком формате. Потому что, особенно в фонетике, процессы, которые происходили, они одинаковые, но они пошли разными путями. И когда сегодня историю фонетики абазинского языка исследуешь, видно, вот то же самое у нас есть ашхарский диалект, который как бы занимает промежуточное состояние между абхазским и нынешним литературным абазинским. Вопрос о том, сколько букв в абазинском алфавите, до сих пор остается без четкого ответа. По одному из вариантов в нем насчитывается 69 букв и плюс 2 графемы, которые не являются самостоятельными. Действующий алфавит это на кириллице. После этого в 1969 году небольшие там коррективы были внесены и в алфавит, и в орфографию. С тех пор он работает. Правда, периодически возникает
волнообразно вопросы унификации алфавита и свести абхазский и абазинский к одному. Вариантов таких много, но то те, то эти, в общем-то, народ пока это не принимает. Сегодняшняя встреча организована АГУ по инициативе Кабинета абхазской литературы имени Владимира Анкваб. Было решено приурочить ее к 90-летию самого университета. Это не первое мероприятие, направленное на сближение абхазской и абазинской молодежи. Университет также поддерживает связь с образовательным центром имени Владислава Арзенба в ауле Карапагу Карачаево-Черкесской республики. Значение для нашей молодежи и всего и вообще для нашего народа – это культурное, духовное. Но без никак невозможно, по-моему, и не сказав, не вспомнив, не отметив такие крупные события в культурной и духовной жизни нашего народа. Не то что Абаза, а нашего народа. На встрече много говорилось о том, что необходимо укреплять отношения между абхазскими и абазинскими народами для сохранения нашей самобытности, обычаев, языка и духовной жизни. Эсма Голанзе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Ко дню рождения героя Абхазии, кавалера ордена Ахтзапша первой степени Султана Сосналиева, в Государственном музее боевой славы имени Арзенба пройдет памятный вечер. Об этом доложили премьер-министру Александру Анкваб, министр культуры Дауркове, его заместитель Динара Смыр и директор музея боевой славы Мзия Бея. Уже определена программа вечера и источники финансирования мероприятия. У граждан и гостей Абхазии появится возможность покупать электронные билеты на мероприятия учреждений культуры. Данный вопрос обсудил глава ведомства Дауркове с генеральным директором компании «Амобайл» Борисом Барцыц. Создание и внедрение автоматизированной информационной системы по продаже билетов в режиме онлайн намного упростит процесс покупки билетов на предстоящие мероприятия. Один из наиболее экологичных и удобных видов общественного транспорта – троллейбус. 13 апреля отмечает день рождения. История создания троллейбуса началась в 1880 году. Идея конструирования подобного транспорта принадлежит двум братьям Зименс, более известным как Сименс. На улицах Сухума первые троллейбусы начали движение более полувека назад. О первых маршрутах, об истории создания и о сегодняшнем дне Сухумского троллейбусного парка в репортаже Гугуцы Вардания. Первые троллейбусы в городе Сухум начали свое движение в январе 1968 года. Машин было всего 4. Первые маршруты пролегали от улицы Эшба до рынка и турбазы. Со временем направления, по которым стал ездить этот вид транспорта, увеличились до 5. Сухумский троллейбусный парк был построен в 1973 году. Уже в 80-е годы прошлого столетия количество троллейбусов составляло до 50 единиц. В день по всем 5 маршрутам выезжали 36 машин. Отсюда уехала прямо до Келашури, потом, значит, в короткий маршрут до Турбажи, до рынка, с Маяка до Тхубун и с железнодорожного поселка до рынка. Именно на этом виде транспорта стало ездить большинство горожан. Несмотря на то, что по городу на тот момент ходило 36 автобусов, мест в транспорте не хватало, особенно в час пик. К сожалению, так называемых чешских автобусов, которые ездили в советские времена по Сухуму, в троллейбусном парке сегодня нет. Но на протяжении многих лет по городу ездят эти троллейбусы, окрашенные в ярко-оранжевый цвет с широкой белой полоской. Кстати, несмотря на то, что первый троллейбус начал ездить по Сухуму в 1968 году, сама история создания движения транспорта в столице началась еще в 1965. В 1965 году закончил Харьковский институт инженерно-коммунального строительства, факультет городской электрический транспорт. Есть такой Колбай Леонид Ильич. И вот он после окончания приехал сюда, работал в коммунальном управлении министерства, и он добился через обком построить троллейбусные линии в городе Сухум с точки зрения как курортный сезон, как экологически чистый вид транспорта. И, в общем, добился и начали строить в 1965 году.
Александр Харазия работает в данной транспортной сфере почти 55 лет. После окончания обучения в Харькове по направлению городской электрический транспорт работал в городе Ашхабад. А уже в 1967 году вернулся в Абхазию. Был на разных должностях от начальника службы движения, главного инженера и до директора депо. На сегодняшний день является замдиректора Сухумского троллейбусного парка, где сейчас всего 16 троллейбусов. Из них около 12 в рабочем состоянии. На маршрут выезжает примерно 7, говорит Александр Харазия. Не хватает водителей. Чтобы 12 троллейбусов выпустить, нужно иметь по фонду рабочего времени 32 водителя. А у нас всего 15 водителей. Из-за отсутствия водителей мы больше 7 троллейбусов выпускать не можем в день. К сожалению, водителей не хватает. Используя случаем сегодняшнего дня, хотел бы обратиться к жителям города. Если есть желающие работать, имеющие права вождения, транспорта, мы могли бы, принять их, обучить вождению троллейбуса и работали бы. Призываем, если кто-то имеет желание, пусть придет, мы с ними поработаем, и они будут работать. Водители троллейбусов начинают свою работу рано утром, в 5:40 утра и до 8 вечера. График очень напряженный. Нужно успеть по маршруту, ведь ждут люди. В летний период троллейбусы работают до 9 вечера, каждый день без выходных. Однако случается так, что иногда сбивается график. Это связано и с веерными отключениями электроэнергии, и с отсутствием водителей. Это тоже решаем. У нас есть 4 подстанции, которые могут питать друг друга. Троллейбусы бывают, выходят из строя. Это тоже все решается у нас здесь, и мы остаемся с этой проблемой не одни. У нас есть администрация города, которая нам помогает в этом. И всячески пытаемся, чтобы выезжали троллейбусы каждый день и по графику. Сегодня у нас 3 маршрута. Это Старый поселок, Новый район, Маяк, Тхубут. Троллейбусы, окрашенные в ярко-оранжевый цвет с надписью на электронных табло «Абхазия Сухум», практически стали визитной карточкой города. Среди горожан этот вид транспорта всегда пользовался популярностью. Ведь на нем можно доехать практически в любую точку города, заплатив всего 5 рублей. А иногда он подолгу ожидает догоняющего пассажира. Наверняка многим из вас доводилось смотреть на город сквозь его большие окна. Гугу Савардания, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение. И в конце выпуска традиционно о погоде. По сообщению гидрометцентра, в четверг, 14 апреля, на территории Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. Дождь разной интенсивности, туман, в горах снег. Температура воздуха ночью +2, 7, днем +4, +9. Температура морской воды +10. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Абхазское телевидение продолжает свою работу.